конце прошлого года, в декабре 2021, в свет вышла книга востоковеда, писателя Рената Бекина «Акбуре. Крымско-татарская сага». Это художественное произведение, и речь в нем идет об истории крымско-татарской семьи, причем взят большой исторический отрезок со времен Гражданской войны и до наших дней. И особое место в сюжете уделено национальному движению крымских татар за возвращение в Крым и восстановление своих прав после депортации 1944 года. И при том, что в книге очень много исторических реальных событий, есть даже реально персонали, все-таки это стиль фэнтези, как я поняла из описания книги и после прочтения самой книги. И очень интересно, когда реально существовавшие люди, персонали соседствуют рядом с мистическими героями. Вот поговорить об этой книге, поговорить об истории ее написания, создания. Я сегодня хотела бы с автором Ренатом Бекиным. Селям алейкум, Ренат Бей. Алейкум селям. Вот некоторое время назад мы опубликовали аудиофрагмент, главу из книги «Акбуре. Крымско-татарская сага» и разместили на наших аккаунтах. И была уже первая реакция, да, которую вы увидели, но все-таки нельзя сказать, что получилось какое-то представление о содержании книги. У многих наших слушателей, там, подписчиков, зрителей был вопрос, интересно почитать саму книгу. И прежде чем мы начнем обсуждать книгу, да, я бы хотела немножко поговорить о вас, о вашей биографии. Ваша биография в открытых источниках, и как мы видим, что вы были победителем проекта «Умники и умницы», вы без экзаменов поступили в МГИМО, у вас очень интересная направленность, это исламская экономика, вы автор большого количества монографий, публикаций по этой теме, вы эксперт, и некоторое время вы даже возглавляли издательство, известное издательство «Марджани». И вот, то есть у вас такая и общественная деятельность, и научная деятельность, и еще вы ко всему этому и автор художественных произведений. Я должен подтвердить, да, это так. Ну, на самом деле, сразу хотел говориться, что такие источники, как Википедия, к ним нужно относиться с осторожностью. В свое время там были напечатаны, я не знаю, кто писал эту статью, там были чудовищные ошибки, устаревшие сведения. Я пытался как-то это исправить, но редактор упорно сопротивлялся, с которым я списывался, который редактировал эту статью. Он утверждал, что у меня нет доказательств, что те сведения, которые предоставляю я, верны. Поэтому там, в общем, не стоит. Это касается не только меня, но вообще. Вторая ремарка, я прошу прощения за занудство, все-таки, когда начинают во мне говорить как там, о профессоре, вспоминать вот эту всю научную деятельность, и тут же добавлять, а еще он пишет прозу, балуется, да, как раньше писали в революционное время, свободное от служебных занятий время, пописывает прозу. Это не совсем так. Я изначально, сколько себя помню, лет 7, может, стал сочинять. И для меня это было, ну, если не основным занятием, то, по крайней мере, я чувствовал, что это мое призвание. Другое дело, что были большие перерывы. Вопрос мой состоял в том, что я не умаляю ни в коей мере вашу степень вовлеченности в один процесс, а в другой. Я перебью вас, подождите. Нет, я нет. Человек науки, или вы... Да. Вот да, что просто сразу складывается определенный образ, что вот такой вот профессорская проза, да, преподская проза, как говорят. Это не так. Просто есть определенный образ, да, люди мыслят образами часто. И это вот совершенно не так, потому что для меня скорее вот научная деятельность это что-то побочное. Хотя для меня это очень важно, и я со всей ответственностью отношусь к тому, что делаю, но основное все-таки всегда было, может быть, это иногда уходило на второй план, все-таки проза, литература. И поэтому вот я стараюсь вот эти две сферы своей жизни как-то разделять, хотя они, конечно, подпитывают и дополняют друг друга. Ну, в частности, если уж переходить к книге, я немножко предвосхищаю, у меня
диссертация была посвящена муфтиятам, в Швеции диссертация, и параллельно я писал роман, где одним из главных героев был муфтий. То есть понятно, что... А что это за роман? Он вышел? Это Акбура, если вы помните. То есть это параллельно вы с научной деятельностью писали и вот такую художественную историю? Да, иногда получается так, что вот у меня был случай, тоже сейчас не хочу быть как Швейк, да, был у нас один случай, но был, я просто как пример приведу, я заключил договор с одним московским издательством на подготовку научной книги о Сомали. В итоге я вот сел писать, и получилась не научная, даже не научно-популярная монография, а повесть Хаваля. Вот. Так что иногда просто ты садишься писать одно произведение в другом жанре, а получается что-то другое, вот как в случае с Хавалей. Это же очень сложно, да, переключаться, потому что стиль написания научных публикаций, он совершенно иной, да, он не располагает каким-то творческим ходам, там, к сюжетным линиям. А тут у вас, ну, вот я читала роман Акбуре. Акбуре или Акбуре? Акбуре, Акбуре. Ну, по крайней мере. Да. Мне показалось, что вы сказали Акбуре. Все-таки художественная проза, да, она как бы требует немного иного склада ума, как мне всегда казалось. У вас же, получается, это параллельно, да, происходит. Поэтому я стараюсь переключаться, хотя часто день складывается так, что утром, допустим, я пишу роман, а после обеда пишу, там, немножко передохнув, подкрепившись, я пишу что-то научное. То есть, скажем так, это нужно, конечно, разделять. Желательно вот только над романом работать какое-то время, а потом закончить его и работать над научной монографией, но не получается. И, конечно, это может влиять, когда в роман, например, могут вторгаться какие-то канцеляриты, какие-то моменты, которые не совсем красиво смотрятся в прозе, в художественной литературе. Но тут уже ничего не поделаешь. Я стараюсь по возможности, конечно, все отодвинуть. И действительно, вы совершенно правы, что это два разных подхода. Хотя, наверное, научная работа тоже требует и творческого такого начала. Ну, вдохновение, мотивация, так точно, да. Ну, по крайней мере, то, что объединяет, это не мое мнение, но читатели, которые интересуются тем, что я пишу из научной литературы, они говорят, что главное достоинство, одно из главных, может быть, то, что это очень легко читается, и даже не специалисты могут те работы, там, посвященные исламской экономике и другим аспектам, читать и с большим интересом. Вот, наверное, таким образом влияет литература на научную литературу, как влияет научная литература на художественную. Тут тоже можно об этом долго говорить. Ну, по крайней мере, я стараюсь быть убедительным. То есть, когда я говорю о героях, я стараюсь, не всегда, может быть, это получается, чтобы им можно было верить, их действиям, их поступкам, чтобы все было аргументировано и мотивировано, а не просто так решил автор. Ну, как человек, который прочитал вашу книгу, все 600 страниц, я могу сказать, что есть и обратный эффект, да, когда ты читаешь художественное произведение, ты все-таки видишь, что человек очень глубоко проработал тему, да, и очень хорошо поработал с источниками, поскольку очень много действительно видно, что есть погружение в тему, что невозможно без такого, наверное, методологического, такого рутинного подхода. Да, спасибо большое. Можно считать это комплиментом. Я старался, конечно же, когда я пишу художественную прозу, я, естественно, погружаюсь в материал. Вы назвали, кстати, вот тоже я хотел прокомментировать это, с вашего позволения. Это все-таки не фэнтези, конечно, никакое. С жанрами всегда у меня было сложно определить тот или иной жанр, но это точно не фэнтези. Присутствие... То есть просто многих смущает присутствие волка
в качестве такого антропоморфного волка, в качестве одного из главных героев, но это все-таки не делает роман фэнтезийным. Вот. Он все-таки, если уж там куда-то его относить, он все-таки более ближе к какому-то реализму, чем Но это все-таки не документальная, да, история. Ну, как бы, мне очень было сложно понять жанр, он действительно такой, скорее, микс жанров, потому что какие моменты ты читаешь и понимаешь, что это основано на действительно каких-то рассказах реальных людей, там есть исторические фигуры персональные, да, которые узнаваемы, там они даже под своими именами идут, и тут же вот Ак-Буре, да, это волк, который полуволк, получеловек, и вот как бы там есть элемент каких-то мистических, да, какой-то мифологии, я так понимаю. Да, конечно, тут и фольклорный элемент, и много я читал об образе волка у тюркских народов. Читал, кстати, тоже очень интересно, погрузился вот в мир волков, то есть читал работы исследователей, натуралистов, которые жили в волчьих стаях, взаимодействовали с волками. То есть тут тоже целый пласт литературы, когда вот спрашивают, что вы читали, помимо, я думаю, что не меньше, чем литературы по истории национального движения крымских татар, я читал про волков. Ну, не все, конечно, пригодилось, но я пытался понять, тем более, что тут ведь не совсем обычный волк, да, то есть волк, который живет и действует как человек, и поэтому вот придумать так, чтобы он, с одной стороны, не утратил своей волчьей сущности, но с другой стороны, был и человеком, и вел себя по-человечески. Для этого нужно было тоже изучать вопрос. Хочу немножко еще про вот этот персонаж поговорить отдельно, кратенько, чуть позже, поскольку он такой очень непростой, да, и я вижу, что, как мне показалось, вы наделили его многими смыслами. А вот по тому фрагменту, аудиофрагменту, который мы опубликовали, и ссылку, да, на этот аудиофрагмент я прикреплю в описании и в сторис, то есть все желающие, кто еще не послушал, могут послушать. И вот после того фрагмента у нас от аудитории был такой вопрос, наиболее частый. Кто вы по национальности и чем продиктован ваш интерес к крымско-татарской истории? Да, вопрос законный совершенно. Я татарин, мишарский татарин, а не казанский. Но скажем так, насколько я знаю, у меня среди родственников крымских татар нет. То есть каких корней не наблюдается. Это если коротко. Почему я пришел к этому? Ну, тут история была такая, это я как раз могу. Некоторые ходы, некоторые моменты я вспомнить не могу, но здесь я об этом пишу в предисловии. Это действительно возникло случайно, непреднамеренно. Тот случай, когда герой действительно сам стал жить своей жизнью и не спрашивал автора. Изначально Искандер, тот персонаж, которого многие называют главным героем, ну, он один из главных героев, как я говорю, его глазами мы видим все события. То есть он скорее выступает в роли такого зеркала. Его главным героем, совсем главным, что называется, я не могу назвать, потому что он достаточно малоинициативен и пассивен, он скорее наблюдатель. И это в романе объясняется, почему он так себя ведет, поэтому не буду раскрывать. Но Искандер изначально был белорусским татарином из Минска, который ехал в Казань по протекции преподавать в Казанский университет. И роман был такой, больше такой вот стебный, ернический, плутовской задумывался. Не случайно вот эти три профессора, вот Юлдашев, Заберулин и Джалябов, они эти главы были написаны. Да, такие прям Салтыком длинным каким-то повеяло, да. Они были задуманы как... То есть они были написаны одним из первых. По-моему, первая глава, одна из первых глав, которые были написаны, это первая, это вот та, которая сейчас первая в романе, а потом был написан Юлдашев. Очень запомнившийся такой вот читательный персонаж, тем, кто читал, но да, с говорящей фамилией. И здесь не было такой вот глубины,
Но во время разговора, во время беседы с попутчиком Гурием, афроамериканцем, да, как принято сейчас говорить, герои стали затрагивать актуальные темы, которые волновали, а действие разворачивалось в 2014 году, и не могли не поговорить о событиях известных и касающихся Крыма, Украины. И тут вот герой вдруг стал крымским татарином. То есть я понял, что... То есть не я понял, вот он просто стал, и все. Вот я не могу, вот честно, клянусь вам, не могу этот момент вот точно проследить, когда вот он переметнулся, обратился, стал крымским татарином. Но вот так вот возникло, и уже дальше положение, как говорится, обязывало. Я стал изучать вопрос, выстраивать его семейную историю, кто он, как он, кто его родители, и изучать. И погрузился в это и понял, что, в общем, просто это судьба, и мне настолько это все интересно. И я погрузился в историю национального движения и проникся огромной симпатией и уважением к тем людям, о которых я читал. И, в общем, я был очень рад, что вот меня судьба, там, провидение, Господь Бог вывели вот на эту дорогу. Но, тем не менее, вы погрузились глубоко, и, тем не менее, в предисловии вы или где-то в каком-то комментарии вы пишете о том, что как бы, да, разнообразие политической кухни внутри крымско-татарской политической кухни оказалось настолько большим, разнообразие блюд вы так сравнили, да, с кухней, Да. блюдами, что у вас едва не случилось несварение желудка, если бы не те проводники в этот мир, да, не те консультанты, которые вам помогли в этом во всем разобраться. Ну, кто вас консультировал из Крыма? Кто вам помогал? Ну, я указываю одного из, так сказать, одной из ключевых лиц, это Айдер Эмиров. Вы знаете, да, это Конечно, публицист конечно. и общественный деятель. Он, мне почему именно его помощь в первую очередь была важна, потому что он уже на самом-самом позднем этапе присоединился к национальному движению, то есть тот период, который меня больше всего интересовал. Это конец 70-х, начало 80-х годов. Если обратите внимание, в основном-то, насколько мне известно, я, конечно же, на национальном языке литературы не знаю, только знаю по описаниям. В основном, конечно, в первую очередь, основной пласт художественной литературы самих крымских татар – это депортация, это годы высылки, но вот последний финальный этап истории национального движения, он, насколько я понимаю, мало представлен в художественной литературе, а это очень интересный этап, потому что и диссидентское движение, так называемое, и национальное движение в конце 70-х, начале 80-х находились в состоянии кризиса. И люди, скажем так, многие разочаровались, активные участники, они отошли от движения. Кто-то сидел, кто-то, скажем так, по другим причинам, кто-то был выдавлен за границу. И вот это вот состояние я хотел тоже передать, вот это вот перепутье. И поэтому мне вот было, конечно, очень важно, интересно. И Айдер Ага Эмиров, он мне помогал. Он, когда прочитал рукопись романа, он сделал несколько таких вот отметок, где звучало не вполне правдоподобно, вот какие-то моменты звучали не вполне правдоподобно, какие-то моменты, связанные с историей движения. Ну, в частности, он мне подсказал вот историю с сапожником, у которого хранилась литература, который служил передаточным звеном то есть в его будке оставляли материалы национального движения, одни люди, другие забирали их. Вот этот момент. Это реальная история, которую вы вплели в художественное. Да. Помимо этого я обращался и к участникам правозащитного движения в СССР. В частности, меня, например, интересовала очень судьба Габриэля Суперфина. Я тоже вот обращался к нему с вопросами. Дело в том, что один из героев романа, отец Искандера Айдер Исмаилов, он изначально тоже, он повел себя немножко по-другому, чем я планировал. Наверное, можно об этом сказать. Персонаж вами созданный, придуманный, начинает вами управлять.
в ходе... Дело в том, что я планировал, что его все-таки сломали, и он стал агентом. Но он вот как-то выстоял, сумел скажем так, выиграть этот поединок со следователем. И, в общем, не стал таковым, я не буду предвосхищать, но, то есть, вопреки авторскому замыслу. И, конечно, мне в этом плане были интересны биографии тех людей, которые, вот, с одной стороны, были либо вот такими вот четкими, непоколебимыми, как это сказать, непоколебимой стороной во время следствия. И я, например, прочитал доступные в открытом источнике там, материалы архивно-следственного дела Сергея Адамовича Ковалева, покойного, который как раз жестко отказывался давать показания. И, наверное, вот из всего дела, из всего вот этого как бы, материала допроса, сначала подозреваемого, потом обвиняемого Айдера Исмаилова, я как раз позаимствовал эту фразу, там, отказываюсь отвечать на вопросы или отказываюсь давать показания, а все остальное, весь текст был придуман мною. И что любопытно, мне неоднократно говорили о том, что все, кто читал это, что они думают, что это как бы просто реальные материалы реальных дел. На самом деле... Да, там, может быть, тем, кто еще не читал книгу, да, кстати, действительно, пока книга – это библиографическая редкость, и пока она находится, вот есть экземпляр, который вот можно взять в библиотеке Гаспринского, прочитать там в читальном зале, в единственном экземпляре, но вроде ситуация будет меняться, да, и в конце мы немножко еще поговорим о том, как книга там придет в Крым, она уже... там уже дошла в некоторые дома, к некоторым читателям. Я еще хотела вас, Ренат, спросить о том, говорили ли вам вот те ваши консультанты из Крыма, что тема, которую вы взяли, вот эта тема национального движения, и в частности того момента, когда уже было жесткое противостояние со спецслужбами, были аресты, были тюрьмы, были большие сроки, и вот та тема, вот это вот, да, ломание человека в застенках, она для нас она для нас достаточно еще не изучена, да, она для нас самих, вот тот внутренний пласт нашей общественной жизни, который не был обговорен, который не был обсужден широко, и очень много каких-то внутренних моментов, да, они еще вот спят, и вот она еще во многом, наверное, табуирована, мы этой темы не касались, эта тема для нас болезненная. Как журналистам с большим опытом я только вот могу сказать, что какие-то вещи я слышала, когда общалась как журналист, либо как вот так просто в каком-то человеческом общении с участниками национального движения, да, какие-то моменты я от них знаю и слышу. Но широкой дискуссии не было. И вот вы, как человек все-таки извне, пишете художественное произведение на эту очень сложную тему. И достаточно, на мой взгляд, это зыбкая почва, да, которая может быть очень по-разному, эта тема и вот это произведение воспринято крымско-татарской аудиторией в силу того, что вот эта тема для нас еще сложная. И она еще не была обсуждена, не была обговорена. Так это же хорошо. Это хорошо, но вы готовы ли, что вы получите, может быть, вы рассчитывали получить какую-то, знаете, порцию поддержки, поскольку вы взяли такой, да, маленький народ, малоизученный, и вы вот... Это интересный момент. Основательно Вы задали первый вопрос. Благодарность, вы получите хейт, вот я к тому, что... Нет, замечательно, хорошо, я очень рад. Нет, на самом деле, вот вы начали с того, что с вопроса, один из первых вопросов был, как вы пришли к этой теме, почему стали изучать, и тут вот вы меня сейчас обвиняете в том, что я умышленно взял вот историю маленького народа, чтобы, что называется, на этом выделиться. Ни в коем случае, я еще раз говорю. Обвинений ни в коем случае нет. Меня, наоборот, меня радует тот факт, когда, знаете, есть интерес со стороны. Мы в силу нашей малочисленности, сложности истории, мы ведь очень недоверчиво относимся к любым каким-то знакам вот, да, внимания со стороны. И даже люди, которые
ну, не будучи крымскими татарами, начинают изучать крымско-татарский язык, такие есть примеры, да, они же всегда тоже рассматриваются через призму, а зачем тебе это надо? То есть это никого не удивляет, если человек хочет изучать английский язык, да, немецкий язык, но когда человек хочет изучать крымско-татарский язык, то есть он проходит такой вот знак вопроса, да, у крымских татар, зачем тебе надо? Не послали ли тебя к нам? Такие обвинения, по-моему, да, наверное, будут звучать. Причем я вполне ожидаю, что будут обвинения как со стороны тех, кто живет в материковой Украине, кто будет те крымские татары, которые живут в диаспоре в Киеве и так далее, они увидят, наверное, какой-то след российской пропаганды, что как-то не парадоксально увидят, наоборот, что-то обратное, те, кто живут в Крыму, и как бы две равные стороны, да, будут, возможно, прочтут книгу по-разному. Это нормально, но в качестве такого классического примера последних лет можно привести Гузель Яхину с ее романами. Другое дело, что у Гузели немножко другая стратегия, она как вот Леопольд, давайте жить дружно, все хорошие, и белые, и красные, и так далее, но тем не менее она вызвала гнев и тех, и других, и третьих, и зеленых. А я как раз наоборот не стремился никому понравиться, и более того, я вполне отдаю себе отчет, что роман вызовет болезненную реакцию, причем не только в Крыму, но и, возможно, в Татарстане, в том же кто-то может обидеться. Цели кого-то обидеть или не обидеть у меня не было. Я пишу так, как мне нравится, как хочется, и я считаю, что свободу художника никто не должен ограничивать. Другое дело, что у меня не было цели там кому-то понравиться, кого-то обидеть, кого-то, наоборот, возвысить. Вот как я воспринимал, как я чувствовал сердцем, разумом, я так и писал. Поэтому, наверное, любая вещь, которая затрагивает болезненные вопросы, травмы, как сейчас модно говорить, она вызовет неоднозначную реакцию. Я к этому Знаете, вот если бы, например, книга вышла там до 2014 года, то, возможно, реакция была бы одна. Сейчас вот тема, ту, которую вы поднимаете, да, героизма и предательства, кого можно считать героем, а кого предателем, она после 2014 года в нашем обществе опять актуализировалась, да, в связи с тем, что вот не будем сейчас погружаться там глубоко, но, в общем, вот говорили ли вам ваши консультанты, те, с кем вы общались из Крыма, что сейчас вот тема герой ты или предатель, исходя из твоих поступков, да, она сейчас тоже из болезненных, и она сейчас тоже актуальна. И, соответственно, любое, вот как бы, да, такая историческая параллель, спецслужбы, герои, предатели, национальное движение, сейчас она особенно остро будет восприниматься. И я думаю, что, была бы другая реакция, если бы вот не события Крымской весны 2014 года. Вам не говорили, да, этого? Вам не... Ну, я тоже не совсем уже Кегля, да, я это понимаю сам. Что касается до 2014 года, до 2014 года роман не был написан. Может быть, не было 2014 года и не было этого диалога в поезде героя, одного из героев с Гурием. Может быть, и роман бы пошел в другом направлении, получился бы очередной такой плутовской роман типа Хавали. Но вот что получилось, то получилось. Еще раз говорю, что да, я сам того, может быть, не желаю, затронул эту важную тему для крымских татар. Но когда я изучал историю движения, когда писал, для меня, конечно, важным мотивом, одним из важных мотивов, если использовать метафору, для меня национальное движение было зеркалом. Я смотрел и читал и завидовал. Конечно, потом, когда я вот общался уже с участниками движения, с ветеранами его, читал больше литературы, я понимал, что все неоднородно, что есть разные направления, были еще тогда разные направления, были разногласия, были острые конфликты. Ну, достаточно вспомнить воспоминания Ришата Джемилева, его, скажем так, высказывания о его однофамильце. Да? То есть, очень вы упоминаете и Юрия Османова, да, и даже упоминаете... Да. То есть для меня, когда я приступал, вот самым главным, конечно, было
то у меня были розовые очки в том плане, что я все-таки считал движение, конечно, не совсем монолитным, но, по крайней мере, вот единство народа ради реализации одной цели – возвращения на родину. Я в этом плане по-хорошему завидовал крымским татарам, потому что прекрасно понимаю и знаю ситуацию среди татар внутренней России, среди казанских татар, среди мишарских татар. Нет единства. Вот, как говорят, да, там два татарина, три партии. Вот это действительно справедливо. И тут вот, когда я стал изучать, я понял, что здесь ситуация тоже не настолько идеальна. И особенно после возвращения все вот эти своим ячейкам разбились, вот это единство было нарушено. И отсутствие этого единства проявилось и позднее, уже после 2014 года. Поэтому для меня очень многие вещи я, конечно же, для себя открывал именно, вот, скажем так, видел, что картина гораздо сложнее к вопросу о кухне, о вот этих разногласиях. Да, это все непросто. И я не вставал на чью-то сторону, хотя, например, если говорить там, например, меджлис, антимеджлис, то, например, в романе, если вы помните, Искандер, он выступает как представитель младшего поколения, он скорее сторонник меджлиса, а его отец, как представитель национального движения, друг Османов, он противник меджлиса. То есть в одной семье даже проходит вот эта линия. Да, Ну, вы там даже затрагиваете момент такой очень тоже сложный, и у нас еще не было никаких общественных дискуссий на эту тему политических убийств, да, тема убийства Юрия Османова, и затем вот отец главного героя, он тоже погибает при таких странных обстоятельствах, будучи активным участником национального движения и будучи известным своей позицией, своими взглядами. Да, да. Ну, это же действительно часть истории народа, часть истории, политической истории крымских татар. И да, есть такая черта, кстати, к вопросу о персонажах, да, у меня встречаются, упоминаются реальные деятели, реальные представители национального движения, представители вообще правозащитного движения, разумеется, там Юрий Османов упоминается, Мустафа Джемилев и другие. Но наряду с ними действуют персонажи вымышленные, то есть те, которые реальные, они действуют под своими настоящими именами, но они не действуют, они там они не выступают в качестве героев, но они говорят. Было бы странно, если бы их не вспоминали и не говорили. Но сами герои, конечно, они вымышленные, и какой-то собирательный образ, вот тот же отец Искандера, он такой собирательный образ представителя национального движения, вот такого среднего поколения, то есть уже не те старики-коммунисты, первое поколение, но такое среднее поколение, которое, с одной стороны, не диссидент и относится скептически к диссидентам и правозащитному движению в СССР, но, с другой стороны, уже и неправоверный коммунист. Я внимательно... Книга, да, и в предисловии в книге была, я сколько помню, книга посвящена столетию Крымской АССР. То есть это тоже, да, такая... Да, для меня тоже, честно говоря, я немножко по-другому представлял, как этот юбилей будет отмечаться. Я думал, что более масштабно, но оказалось, что дата оказалась такой смазанной, и, в общем, по ней тоже нет консенсуса. Это тоже... Ну, я уже понял, что консенсусы сложно найти в этой ситуации, тем более. Так, возвращаясь к вопросу, я не до конца ответил к вопросу о травмах, о болезненных моментах. Я считаю, что очень хорошо, что это взгляд со стороны, взгляд причем беспристрастный, потому что я не солидаризируюсь ни с кем, и для меня очень было важно понять позиции разных сторон, понять, что ими двигало разными людьми. И травмы, это болезненный вопрос предательства, меня интересовал, конечно, не применительно только к крымским татарам. Поскольку роман писался о крымских татарах, мне это было интересно вообще не случайно. Я уже упомянул, что одна из фигур, которая меня вдохновляла, это Габриэль Суперфин. Я тоже обращался к нему с вопросами. Дело в том, что, если вы помните его историю, он сначала стал давать показания, следствию почти удалось его сломить, но потом он нашел в себе силы и, в общем, все переиграл. То есть ему все-таки удалось сохранить лицо и достойно выйти вот из этой передряги. А были те, кого действительно ломали,
в том числе, не будем называть имена, и в национальном движении, которых подозревали. Вот эта тема предательства, подозрений в предательстве, ну, вы тоже хорошо это знаете, это прекрасно, да, когда почти, ну, наверное, очень мало кто из участников движения избежал вот этих подозрений. Либо это открыто высказывалось, либо... Особенно те, кто выходил из застенок, да, находились какие-то, ну, какое-то время там в тюрьмах, соответственно, проходили допросы, и наверняка были там многие моменты, которые очень сложные, да, были там моменты. Да про всех. Да, там с Мустафы Джемилева, Ролана Кадыева, Тимура Дакджи, да, то есть которого там что-то про него тоже не писали. Он тоже, кстати, упоминается на страницах романа. Вот как раз, я так понимаю, это там чуть ли не писали про него, что он чуть ли не кадровый офицер, там, то есть разные моменты, поэтому, конечно, вот эта тема подозрения, вот это состояние недоверия, когда ты не знаешь, кто рядом с тобой, друг, враг, это, я пытался это тоже передать, эту атмосферу как раз в условиях кризиса национального движения. И тот же самый Айдер Исмаилов, он же ведь тоже балансирует на грани. Следователь играет на его слабых таких вот сторонах, его пытается его склонить, сыграть на его амбициях, показать, что вот он сейчас будет сидеть в тюрьме, а в это время национальное движение возглавят другие люди, которые приведут его народ совершенно не туда, куда он сам бы хотел, что ему сейчас нужно быть на свободе, но для этого нужно пойти на определенный компромисс и так далее. То есть это общечеловеческие проблемы. Я думаю, что здесь это касается не только крымских татар, это касается вообще, это актуально и сейчас с нашими правозащитниками, с правозащитниками Беларуси и так далее. Это тема вечная. И вот тем интереснее, да, вот мы сейчас с вами говорим о таких очень документальных вещах, и тем не менее вы вплетаете туда какие-то такие выдумку, да, художественную, вы вплетаете туда стёб, вы вплетаете туда юмор в такую тему. Вот, например... Я надеюсь, это вполне уместно, я извиняюсь, я перебиваю, то есть юмор не то, что там... Хотя тема сложная, да? Мы только что с вами проговорили, тема очень сложная. Я имею в виду, что юмор, он как бы там, где уместен, как вот в еврейском анекдоте, да, где грустно должно быть немножко смешно, и где смешно должно быть немножко грустно. Наверное, такой. Еще интересно поговорить вот по поводу, окей, одна реакция в Крыму, но ваш герой, он путешествует, да, он путешествует в Казань, то есть действие происходит там во многих местах, и в Крыму, и в Симферополе, и в Ташкенте, да, и в Казани. И вот, в Москве даже немножко. В Москве даже, да. И вот в Казани, конечно, тоже очень интересно. И когда я читала, я все время думала, вот как в Казани отреагируют, да. Вот, например, вы выписали религиозное духовенство, получается, муфтият Казани, да, высший там духовный орган Казани в таком немножко неприглядном, как мне показалось, свете. То есть там такая глава, да, Хазрат, глава духовного управления мусульман Казани, бывший чекист, что он пытается всячески... Не надо спойлеров, не надо спойлеров. Не надо спойлеров, все, молчу, да. Это правильное замечание. То есть он не такой однозначный, да, не такой простой персонаж. И как мне показалось, вот это вот вообще как бы, и вот вы там немножко прошлись по православной истории, там, утюгом, и вот это вот сращивание, вот это вот, да, момент вплетения, хорошо, я не буду спойлерить, Нет, я не про это, я про утюг, ладно. Сращивание каких-то религиозных институтов, да, и институтов управления, да, вот там, силовиков, спецслужб. И вот как вы вот пришли к этой теме, и была ли реакция на вот это вот, на эти моменты из Казани? Ну, одна из таких... Вы верующий человек сами? Да, я верующий человек. По поводу реакции, наверное, вот наиболее емко один из моих коллег, который читал, журналист, не буду называть его, он, прочитав роман, сказал, что очень понравилось, очень много смешных моментов, но я, говорит, не смеялся, потому что настолько это как бы болезненно, настолько вот знакомо
до боли, что называется, что вот как бы хочется засмеяться, а понимаешь, что грустно. Вот, наверное, такая может быть реакция, хотя у кого-то будет и смешно. Некоторые высказывали такую точку зрения, что читатели из Казани, из Татарстана, что вот крымские татары показаны такими умными, такими благородными, а вот казанские татары в основном такие вот раздолбаи, типа татарского писателя Галимзянова, такой вот татарский швейк. Да, такой вот Вот да, немножко. это вот очень интересный персонаж, это татарский писатель Ильдус Галимзянов, который публикуется под псевдонимом Илья Абрикосов, да, такой очень неоднозначный персонаж, по-разному себя раскрывающий. Ну, он очень такой, он очень, как говорится, приближенный к почве, да, то есть такой вот, как в Казани называют колхозник, да, с одной стороны, с другой стороны, это очень такой, ну, не случайно, я вот это тоже не придумал в Союзе писателей, когда они читали книгу еще в рукописи, они спорили, с кого из их писателей, там несколько человек было кандидаты, с кого это списано. То есть это реально с кого-то было списано, да, были прототипы? Нет, у него одного прототипа не было. Это я тоже забегаю вперед, скажу, ни у одного из героев, в том числе упоминавшегося вами муфти, сейчас я скажу про муфтият отдельно, не было одного какого-то прототипа. То есть я брал детали биографии одного персонажа, внешность другого, как вот у Гоголя, да, там усы там одного, волосы другого, получалось третье. То есть не было одного конкретного такого прототипа. Может быть, один из профессоров, и то я добавлял к ним другие черты других людей, не потому что я там маскировался, ну, так вот просто я привык работать и не привык просто срисовывать. Мне хочется домысливать, что-то добавить. Что касается духовного управления, сразу, я об этом тоже говорил уже, это не духовное управление Мусульманской Республики Татарстан. Я напоминаю, что оно называется, по-моему, духовное управление или муфтият всех татар. Это какой-то единый обобщенный муфтият, такой образ, такой архетип можно назвать. Это не духовное управление мусульман Татарстана, это не какое-то другое духовное управление. Так же, как и муфтий, это такой вот собирательный образ такого среднего муфтия, религиозного деятеля мусульманского среднего поколения, такой немножко циник, ну не немножко, а даже вполне циник, прагматик, вместе с тем очень хороший такой организатор, менеджер, то есть такой делец, довольно часто встречающийся персонаж в современных муфтиятах, поэтому не нужно искать, например, некоторые казанские читатели, увидев его имя первоначально, подумали про мусульманского религиозного деятеля, покойного Венера Якупова, вообще никакого отношения к Якупову не имеет, и вдохновляли меня в первую очередь современники, ныне живущие, я еще раз говорю, это вот скорее среднее поколение мусульманских религиозных деятелей, то есть там 40-летние, условно 50-летние, то есть такое не бухарские там бабай, а среднее поколение, и не совсем уже молодежь. То есть такое поколение, которое вот, я застал, когда активно участвовал в исламской общественной жизни в России, которую я хорошо знаю, изучал, и диссертации, в частности, свои изучал. Поэтому не нужно искать здесь каких-то аналогий, тем более, что современный этот муфти уж точно не похож на нынешнего муфтия Самигуллина, который совершенно другой человек. Но поскольку Казань герой приезжает, поскольку Казань это вообще такая культурная, религиозная столица для татар, то здесь я такой гипотетический муфтият, который объединил, вы знаете, да, что нет единого муфтията в России, а вот тут вот единый муфтият для всех татар, которого находится наконец в Казани, сбылась мечта татарских националистов, теперь находится в Казани, не в Москве, не в Уфе, и вот там вот этот Динар Хазрат царствует, такой вот единовластный такой правитель, этого муфти, такой вот весь изящный, одетый с иголочки, красавец, супер-пупер. Вот. Поэтому нет, здесь, что касается утюга, я хотел закончить с другой конфессией, с православием. Мне, если говорить о тех героях, которые мне наиболее симпатичны, это как раз Гурий. Потому что тоже кто-то мне из татарских читателей сказал, что вот у тебя там православный батюшка, самый хороший, самый положительный персонаж. Ну, тоже
каждый видит то, что видит. Да. Я ни в коем случае, возвращаясь к теме Казани, Татарстана, абсолютно. У меня огромное количество там положительных героев, даже Джемиля. Ну, это один из самых светлых персонажей в романе. Тот же Галимзянов, по большому счету, это замечательный, обаятельный человек. Да, вот он так живет, он такой вот приспособленец, он, сказать, что он не обаятелен, принимается, что называется, нельзя сказать, что он не обаятелен. Ну, по крайней мере, в нем что-то есть. Тот же, например, те же профессора, да, они там совершенно это маски, да, такие, с одной стороны, кажется, идиоты, монстры, но тот же Завиулин, он спасает, в конце концов, героя, сам, может быть, того не вполне желая. То есть я стараюсь показать, что в каждом человеке есть определенные положительные черты. Нет там, когда меня кто-то спросит, там, кто там отрицательный, кто положительный. Нет такого. Я не знаю, кто положительный, кто отрицательный. Может быть, тот же Искандер кому-то покажется отрицательным, такой пассивный, не очень инициативный, а Акбуре кому-то покажется вообще замечательным персонажем, который знает, что хочет, твердо стоит на земле, или тот же Динар Хазрат. Ну, вот себе... по поводу Акбуре, именем которого назван вообще весь роман, это же такой очень интересный персонаж. Он стоит на самой высшей, получается, самом верху этой цепочки религиозной, да, и при этом он полуволк, получеловек, да, татарка, папа волк. То есть, и... Так, у нас что-то со связью, кажется, да? Мама. Да, нет, я вас слышу, да. Папа волк, мама, ну, не будем, да, раскрывать, да. Да, Мама татар. Получается такой как бы оборотень, и в то же время это еще и персонаж такой, да, тоже не простой. Он волк, он, получается, стоит во главе духовного управления мусульман, и при этом это никого не удивляет, что вот волк. Он не глава духовного управления, он вне какой-то, скажем так, иерархии. Авторитетен, да, настолько авторитетен, всеми признанный, да. Что нет для него даже должности, да. Нету даже должности, ему соответствующей. И это вот был какой-то прототип для этого героя? Спасибо большое за вопрос. Да, причем я очень хорошо помню тот момент, когда мне пришла идея, еще не было идеи романа, еще не было мысли написать вообще, тем более о крымских татарах. Я был в Боснии во время Зикра, мы присутствовали с коллегами на Зикре, и там был шейх, он бывший полевой командир, участник гражданской войны в Боснии, и он поразил меня вот своей внешностью, такой вот, мне показалось, что он похож на волка, шейх Халиль. И я, когда вот сидел рядом с ним, и вот мы там уже пили То есть чай. это военный, который стал потом шейхом? Да, бывший, да, силовик, Да, такой вот жесткий очень такой мужчина, такой вот очень авторитарный. И вот он стал шейхом, очень авторитетным. И я вот наблюдал за ним, потом после Зикра мы сидели, вот, пили чай, и вот я подумал, вот интересно было бы написать рассказ, может быть, повесть, может быть, роман, где таким суфийское братство, и вот у них шейх Волк. Потом я об этом забыл на некоторое время, и вот потом, когда стал писать роман, вспомнил и думал придать, то есть думал, что у меня появится такой эпизодический персонаж в этом романе, как вот у Платонова медведь Молотобоец. То есть он такой, он запоминается, но он такой, скажем так, эпизодический персонаж. Вот то же самое, я думал, будет с Акбуре, будет такой волчок, появляется такой шейх, как такая вот деталь, но он стал главным героем тоже вопреки моей воле, одним из главных героев, может быть, даже главным, ключевым. Не случайно роман назван его именем. Вот так вот возникло. С другой стороны, конечно же, как я уже говорил, я не списывал с одного. То есть вот внешность, вот этот образ, он запал в душу. Но, например, биографическими чертами я наделил его отчасти. Тоже это Филипп Бабков был такой деятель КГБ, начальник 5-го управления, знаменитый
пятерки, которая работала с инакомыслящими, диссидентами, с творческой интеллигенцией. И некоторые детали биографии Бабкова я использовал при создании образа Ак-Буре. Но опять же тоже это и не Бабков, это не шейх Халиль в чистом виде. То есть это такой вот собирательный персонаж, который взял какие-то черты, какие-то детали биографии разных людей. Читала рецензию на ваш роман, и рецензент сказала, что у вас есть такие вот моменты отсылки к Пелевину, да, то есть она сравнила вас Я был удивлен. с татарским Пелевиным, ну, с известным произведением «Поколение Пи», где тоже вот есть место мифологии, каким-то реальным событиям, да, какому-то промежутку, и в то же время много стёба и какого-то вот такого иронии. Вы как относитесь к такому сравнению? Ну, Вдохновлялись кем-то или чем-то? Нет, точно не Пелевиным. Вот я был очень удивлен, когда, ну ладно бы меня сравнивали, называли бы татарским Пелевиным, меня почему-то еще поставили в вину то, что я пытаюсь быть татарским Пелевиным, но у меня не очень получается. Но я, честно сказать, и не пытался, и не могу сказать, что я прям такой преданный поклонник творчества Виктора Олеговича. Да, я читал его основные, самые известные романы, но если кем-то я и вдохновлялся, чьими-то произведениями, то, конечно, это, когда я задумывал роман, конечно, для меня «Мертвые души», конечно же, это Салтыков-Щедрин, конечно же, это Хармс, конечно же, это целый ряд произведений. Ну, если говорить, например, о Айдере Исмаилове, то тут, конечно, я просто перечитывал внимательно, чуть ли не с карандашом, пытаясь, скажем так, вот эту стратегию для своего героя придумать, вот тот поединок со следствием героя в романе Домбровского «Факультет ненужных вещей», как он пытался, это по-моему, одно из лучших произведений, где как раз вот описан вот этот поединок этот со следователем. Понятно, что это другое время, это 30-е годы, но это меня тоже служило вот этим источником вдохновения. Конечно же, биографии реальных тоже людей, воспоминания. Но если говорить о художественной литературе, то вот я назвал, конечно же, упоминавшийся мной Андрей Платонов, не случайно вот этот Ак-Буре, да, вот он фактически создавался по примеру Медведя-Молотобойца, хотя, конечно, и религиозная литература тоже отчасти влияла. Ну, я не хочу говорить и спойлерить опять, но, простите меня, вот история Белой мечети, это тоже, что это такое? Это, с одной стороны, влияние мусульманской литературы, с другой стороны, это и православная литература, это китиш. Вы там даже затрагиваете моменты, да, вот этот исторический момент, когда Сапаги Рай был приглашен, да, и там занимал трон в Казани. И даже вот вы вплели туда. Да. И, кстати, действительно, один из таких выдающихся деятелей в истории Казанского ханства. И здесь очень важно вот это сплетение судеб крымско-татарского народа и татар Волго-Уральского региона, как вот крымские татары пришли на помощь казанским, помогли им еще продержаться некоторое время, отстоять государство. Тут как раз тоже такой вот элемент единения двух народов. Но и не могу не спросить про имена. Вот у меня, как крымско-татарского читателя, да, с самого начала вот был вопрос, почему Ак-Буре? Потому что если по-крымско-татарски, это должен быть Ах-Бора, да, белый волк. Уже когда ты читаешь, уже погружаешься, вот этот вопрос отпадает. Но с самого начала он возникает. Возник также вопрос вот Искандер, да, если вы по-крымско-татарски Искендер, но вы там объясняете, почему так произошло, тоже не буду спойлерить. Потом персонаж по имени Марьям, то есть в нашей традиции, учитывая там возраст, она должна была быть Мирьем, да. И вот эти какие-то моменты, и вот у меня было ощущение, что это как будто вы вот проглядели эти моменты, вам не подсказали, там, вот. Нет, мне сказали как раз по поводу Искандера, и я поменял. Мне очень нравилось имя Искандер, я все-таки хотел его оставить. Это вот как раз тот атавизм от белорусского татарина. Вот. Потому что польский, литовский, белорусский у них встречается это имя, может быть, не так часто, но встречается. Что касается... я осознанно оставил некоторые имена, потому что
понятно, что есть наиболее распространенные, но все-таки встречаются разные написания, вы же тоже знаете это, да, прекрасно, да, и как у самих татар есть, например, там Ринат, Ренат, Ренад и так далее, поэтому, ну, да, как говорится, есть наиболее употребимые, наиболее аутентичные написания, но разные обстоятельства, и вот надеюсь, что это не самое большой минус, но это было сознательно, ну, нравится мне, я его оставляю. Может быть, ну, как бы это не настолько, как мне кажется, вот, противоречит истине, да, и, ну, по-разному могли написать, по-разному могли назвать, но я понимаю, что кто читает из крымских татар, они воспринимают это, может быть, по-другому, чем просто читатель русский, которому что Мирьем, что Марьям. Да. Для меня это важно, конечно, но делал я это осознанно. Поэтому я по поводу Искандера сделал пояснение, как вы правильно заметили. Почему? Он не Эскендер, а Искандер. И, кстати, не забывайте, что герой не совсем, у него все-таки есть и татарские корни. То есть татары Это не да, только крымские. вы это все описываете, поясняете. Вот. Скажите, готовы ли вы к тому, что книга в Крыму, да, среди крымско-татарского читателя, среди основного, там, наверное, аудитории, вот если она будет не воспринята, если будет много негатива? Наверное, да. Ну, я не знаю, готов, не готов. Конечно, хочется, не хочется купаться в каком-то там варенье, да, там сладком, там, елее, еще в чем-то, не в елее, но в каких-то словословиях, но критика это нормально, нельзя нравиться всем, и если произведение не оставляет равнодушным, наверное, это очень хорошо. Другое дело, я еще раз в этом убедился, в том числе, когда с романом познакомились некоторые люди, что у нас, ну, не знаю почему, но у некоторых людей утрачены навыки чтения. То есть они читают одно и видят другое. То есть у них возникают какие-то образы, ну, я не знаю, я приведу пример, там одна читательница, она начала читать роман, и вот она увидела слово «бандеровцы», да, которое употребляют герои, там, рассказывая о телевизионных новостях. И ее на этом слове понятно, что оно у нее имеет вполне определенную ассоциацию с телевизионной пропагандой, с какими-то там образами, и ее просто замыкает, и она уже дальше не может читать. Для нее это уже все красная тряпка. То, что как бы это говорит не автор, то, что один из героев это использует, то, что ну, это слово оно присутствует в дискуссии, и его употребляет герой, но это совершенно не означает, что автор там с кем-то солидаризируется или наоборот. Поэтому тот вопрос в том, что насколько это квалифицированный читатель. У нас, к сожалению, особенно 600 страниц, не все могут осилить, в принципе. Есть люди, которые, ну, не знаю, уже давно не могут читать что-то больше, чем сообщения, там, посты в социальных сетях. И поэтому прочитать для них 600 страниц все равно, что выпить море. И другое дело, что те, кто прочитает, они тоже не всегда увидят то, что хотел сказать автор, и разглядеть это. Хотя у меня нет какого-то такого четкого идеологического посыла. Я считаю, что художественное произведение не должно чему-то там поучать, наставлять. Вот как один из рецензентов написал, что там у меня нравоучения. Да нет у меня никаких нравоучений. Это вот совершенно несусветная чушь, потому что я как раз абсолютно я считаю, что литература не должна никого поучать. Другое дело, что месседж должен быть, и он у меня четко прослеживается. Я даже даю подсказку, одна из основных идей, она прослеживается на примере двух судеб, которые закольцовываются. Это судьба Гурия и судьба Искандера. С чего они начинают, с какими намерениями они едут в Казань, и чем это все поворачивается, и во что превращается. То есть о судьбе человека, да, в современной России. То есть это не какой-то там памфлет или что-то, но попытка осмыслить происходящее творческими методами. Вы Поэтому свои личные параллели вводили, да, вот, ну, вот в этот месседж? ну, личные, я использовал определенный свой личный опыт.
опять же, вот когда мы говорим, там есть Исламская академия, да, вот вспомнили, хорошо. Да. Очень, Это не мне был булгарская один история. вопрос, да, реально ли это списано с какого-то учебного заведения, в котором вы там работали, учились? Это собирательный образ, но, конечно, там есть очень много от Казанского федерального университета, в котором я работал почти 5 лет. Естественно, что я не мог не использовать этот опыт и наблюдение за профессорами, администраторами. Конечно, он был использован в романе. Кто-то, может быть, увидит свои черты в каких-то из там героев. Да, это в первую очередь, конечно, это университет, но это собирательный тоже образ. Он назван Исламской академией, но никакого отношения к БИА, Болгарской исламской академии, к другому религиозному учебному заведению не имеет. То есть это такой Как вы считаете, как вы считаете, когда, вот читая ваш роман, я примерно и с вами тоже знакомилась, да, то есть через ваши тексты вы как личность, вы проступали. И это хорошо для художественного произведения, когда личность автора видно, да, читается где она читается? Но читается вот немножко, честно, как бы мои наблюдения такие, да, вот ваше чувство юмора, вот какие-то черты вашего характера, да, может быть, это связано с тем, что вы занимаетесь наукой, там, вот вы как человек проступали для меня. Ну, Вы считаете наверное, это хорошим эффектом, либо вот так не должно быть, и это то, над чем надо работать? ну, личность автора, безусловно, должна чувствоваться, наверное, не наверное, а должна чувствоваться в произведении. Другое дело, что это не должно быть роман обо мне. Да? К сожалению, у нас многие авторы современные, они вот могут написать, у них все вот как бы крутится вокруг фигуры, а их личный опыт, их жизненный опыт, он достаточно бедный, и в результате получается какие-то что-то вторичное. Есть, конечно, да, это скорее, ну, юмор, да, если автор любит шутить, наверное, он не будет, скажем так, воспользоваться этой возможностью и пошутит в своем произведении. Это нормально. Другое дело, что там нет каких-то, еще раз говорю, вы не узнаете о том, что, может быть, что автор там напрямую думает по тому или иному вопросу. Я не навязываю читателю свою точку зрения, хотя у меня, безусловно, есть. Что касается, кто-то спрашивал, насколько в главном, ну, в одном из главных героев Искандере там прослеживается автор, но не совсем. Я все-таки не такой безинициативный, не такой пассивный наблюдатель жизни, как герой. Поэтому черты автора есть во многих героях. Они есть даже в татарском писателе. Не то, что я там такой опустившийся, как он, но есть определенные черты характера, поскольку я татарин, а Галимзянов он такой вот собирательный образ такого татарина, татарского национального типа. Мне он глубоко симпатичен, я подчеркиваю, он не отрицательный герой, уж точно. Есть, наверное, и в Акбуре мои черты. Может быть, в Динаре Хазрате, наверное, нет. Ну, вот так вот. То есть и в Искандере, конечно, есть. Поэтому разные герои, разные... Ты примеряешь на себя, вот, что называется, шкуру волка, или примеряешь на себя робу арестованного, когда пишешь, прописываешь того или иного персонажа, это нормально, ты вживаешься в этот образ, и, наверное, что-то от тебя остается. Ну и такой уже завершающий вопрос. Где можно в Крыму почитать, купить, приобрести? Какие вот появились возможности? Я знаю, что произошли вот буквально там изменения, да? Да, это интересный вопрос. Я сам не ожидал, что так произойдет. Оторвался немножко от современного книжного рынка. Книжка немножко стала жить своей жизнью, и ситуация с ней напоминает ту, которая была вот с самиздатовской, может быть, там издатовской литературы, которая вроде существовала, но вот прям взять и пойти в магазин и купить ее было не так просто. И хочу сказать, что так возникло, ну, не специально, это не искусственно, ну, просто вот в силу того, что вот еще и новогодние праздники пришлись на момент, когда книжка вышла, вот, спустя некоторое время там наступили праздники,
праздничная пора. Поэтому книжка долгое время, они уже говорили, они писали, при том, что где-то действительно они узнавали вопреки, так сказать, моим каким-то действиям, где-то благодаря мне. И они стали говорить, я сам удивился, что они очень многие слышали в Крыму, хотя книжки еще и, собственно говоря, еще ни одного экземпляра не поступило. Вот. Я думаю, что она будет в магазинах, в том числе на Озоне она появилась, но почему-то тут же исчезла, как мы сказали, это просто купили, там было определенное количество экземпляров. Да, было ограниченное количество экземпляров, и они закончились. Ну, там странно, потому что это было буквально там полчаса, и все, и нет. Но будем надеяться, что это хороший показатель, и будет к ней интерес. Тот, кто воспримет ее, скажем так, не вполне позитивно, я тоже благодарен уже за одно, ну, в наши дни, может быть, благодарны уже за одно внимание, что эту книгу прочли внимательно. Конечно, лучше, когда читают внимательно, но даже... Черный пиар это тоже, да? Это тоже пиар. Нет, я не люблю слово пиар. Мне важно, чтобы она заставляла задумываться, да, чтобы она не просто, чтобы не оставляла равнодушным, чтобы давала какую-то почву для осмысления собственного опыта своих близких, своих знакомых. Это очень важно, и мне кажется, тут как раз проблемы не будет, потому что там есть много о чем задуматься, не только для крымских татар. Сразу тоже хочется сказать, что это все-таки универсальный текст, он интересен и не только крымским татарам, он интересен. То есть проблема предательства, проблема нравственного выбора, история семьи, история любви, история, скажем так, вот эти постоянно выборы, которые приходится делать герою между там, то есть вот эти дилеммы, которые постоянно возникают, они очень важны и актуальны. Эти вопросы актуальны и значимы не только для крымских татар. Будем считать это вашим обращением к читателю, тем, кто нас посмотрит, послушает. Я могу еще раз напомнить, что книга пока решается вопрос с Озоном. Я слышала, что книга поступит в магазин «Терджиман» на Севастопольской, там ее можно будет приобрести. И вот сейчас книгу можно почитать в читальном зале. Вот она, эта книга в читальном зале библиотеки Гаспринского в Симферополе. Вот. Так что кто хочет, тот найдет. Я благодарю вас за беседу, Ринат. Было очень интересно. Книга, вот это действительно не та, которую ты прочитал и забыл, да, содержание на следующий день. То есть какие-то персонажи, они продолжают жить в твоей голове, и ты к ним возвращаешься, ты задумываешься, ты думаешь вообще, а что я сейчас прочитал, да, ты продолжаешь осмысливать эту историю. Эффект этой у книги есть, я вам могу сказать, как читатель. Вот. Будете ли вы писать еще про Крым или про крымских татар? Хороший вопрос. Я надеюсь, по крайней мере, мне очень интересно, я влюбился в ваш народ, несмотря на, даже если я буду встречать какую-то, может быть, и критику, я думаю, что это меня не демотивирует, а наоборот стимулирует более внимательно относиться к каким-то вещам. Для меня во многом вот, и национальное движение крымских татар, и крымские татары являются примером, и очень много положительного. Я считаю, что можно взять вообще в истории национального движения, современного правозащитного движения в России. Вот это, потому что мы привыкли мыслить, что ты там либо черное, либо белое. А вот национальное движение, оно позволяет, во-первых, вот это отсутствие вождизма, то, что мне очень нравится, отсутствие какого-то такого такому которому все поклоняются. Если ты его не уважаешь, если ты его не поддерживаешь, все, ты там никто. То есть вот это вот горизонтальная структура. Во-вторых, вот очень такой вот взвешенная позиция. То есть, с одной стороны, ты и не с теми, и не с теми. То есть это умение быть самим собой. Это потрясающие уроки, которые требуют изучения. То, что для меня было очень важным моментом, то, что я хотел бы продолжать изучать, может быть, как писатель, как исследователь. Мне это очень интересно. И это вдохновляет. Спасибо вам. Я надеюсь, что еще будет у нас возможность обсудить ваши новые работы, ваши новые исследования. Благодарю вас за беседу. Хорошего вам дня. Вам спасибо большое за интерес. Спасибо большое, Россия. До встречи. До свидания.
До свидания.